Ну, могильник, по всей видимости, большой, он идет и на запад, идет и на восток. На север его нет. На юг он вроде заканчивается. На сегодняшний день археологи обследовали площадь в 7 тысяч квадратных метров. Говорят, это даже не половина всего захоронения. Треть. Древние погребения, обнаруженные между Новороссийском и Анапой, датированы 12-13 веками. По словам ученых, здесь находятся могилы воинов древнего племени под названием Косоги, предков современных адыгов. Первые упоминания о них встречаются в 943 году в сочинении арабского историка Аль-Масуди. О Косогах он пишет так. Этот народ живет в соседстве с Аланами между Кавказом, речь идет о Кавказском хребте, и морем Рум, то есть Черным. В соответствии с традициями того времени воина хоронили вместе с боевым конем, которого в могилу укладывали в позе галопа, специально подгибая ноги. Туда же обязательно опускали доспехи. К примеру, здесь, скорее всего, захоронен военачальник. Сабля вот лежит. Она свернута, деформирована. Согласно, опять же, обычаев того времени, они деформировали оружие. Что говорит еще о статусе? Это кольчуга. Кольчуга – это дорогая вещь, и не всякий воин мог ей обладать. Все было обычно намного проще. Щит, там, тут никакого щита нет, кольчуга, но нет шлема. Вот тоже интересная вещь. Мы не встретили на этом могильнике ни одного шлема. Может быть, шлемы были кольчужные. Но тут где-то вместе лежит, мы его не видим. Также ученые обнаружили древко копья, на которое, возможно, крепилось знамя. Очень хорошо сохранилась конная сбруя, украшенная бронзовой подвеской. Своих погибших воинов Косоги кремировали. Прах в ритуальных урнах размещали в могиле, а сверху насыпался небольшой курган. К сожалению, сами похоронные урны здесь практически не сохранились. Дело в том, что закапывали их неглубоко. И, как утверждают археологи, в 70-е годы прошлого века, когда на этой территории закладывали новые виноградники, их могли просто перепахать вместе с землей. По найденным осколкам в лаборатории ученые восстановили несколько урн. Они оказались разного размера. Среди них есть и небольшие. Как говорят археологи, все найденные предметы после реставрации попадут в экспозицию местного музея. А останки древних косогов и их боевых коней будут исследовать столичные ученые. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Беленок и Екатерина Белоусова. НТВ, Краснодарский край.